Доброе утро, уважаемые жители республики. Вы на телеканале Якутия-24 смотрите новости в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Срок исполнения до 1 декабря. Путин поручил рассмотреть оплату больничных родителям детей до 7 лет в объеме 100%. Горожане бьют тревогу. Жители в районе Залога в столице начали получать квитанции от якутской кассети о задолженности за вывоз твердых бытовых отходов. Что происходит? Якутская ювелирка в Москве. Какие виды там пользуются наибольшим успехом и как устроена работа якутских ювелирных магазинов в столице страны? Президент страны Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 1 декабря текущего года. Согласно действующему закону, размер пособия о временной нетрудоспособности зависит от стажа работника. Работающему гражданину, имеющему страховой стаж 8 и более лет, 100% среднего заработка, страховой стаж от 5 до 8 лет 80% заработка, имеющему страховой стаж до 5 лет 60% среднего заработка, это должно теперь измениться. Правительство продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на полгода. Для продления выплаты следующие 6 месяцев необходимо заново подавать заявления и документы, подтверждающие нуждаемость. Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября. Выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить государственную поддержку в прежнем размере на последующие полгода без подачи заявлений и документов. Бьют тревогу жители частного сектора в Заложном районе столицы. Они начали получать квитанции от якутской кассети о задолженности за вывоз твердых бытовых отходов. Суммы разные, у некоторых доходят и до 10 тысяч рублей. Жители не понимают, за что приходят эти квитанции, если не было договора, при этом мусорные баки переполнены. Кому должны платить люди, почему не организовываются санитарные точки? В проблеме разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Еще до прошлого года Анна Семенова не испытывала проблем с вывозом мусора из своего двора. Более 5 лет организацией вывоза мусорных мешков у жителей частного сектора Залога занималась компания «Интерком». Теперь же Анне с супругом приходится самим вывозить мусор на полигон. Раньше мы выносили вот эти мешки, ставили вот здесь. «Интерком» сам подъезжал и забирал их и увозил. Да, и проблем никаких не было. А сейчас вот ни одного бака ни с той стороны, ни с этой стороны нету. Куда увозить, куда уносить и за что деньги платим. На самом деле никто не заставляет жильцов ездить на свалку. В районе частного сектора Заложного района есть и санитарные точки, и вывозные бункеры. Правда, расстояние до них как минимум километр. Не совсем удобно, возмущаются люди, учитывая, что большинство жителей здесь – это пожилые. Нам говорят, вы возьмите кули, несите куда-нибудь, там туда бросайте. Но проблема не только в отдаленности мусорных баков. Только жители смирились с мыслью, что мусор теперь им придется вывозить самим, начали приходить квитанции о задолженности рекоператору якутской кассете. 10 862 рубля. Это какой период? Это с 1 февраля 2019 по 31 декабря. Ну, за год получается. Начисления идут с января прошлого года, когда якутская кассете стал единственным оператором по сбору ТКО в столице и близлежащих улусах. В тариф в частном секторе 97 рублей 35 копеек с человека. То есть, чем больше прописанных в доме, тем выше сумма ежемесячных начислений. Население недоумевает. Более 5 лет они оплачивали Интеркому. Теперь же нужно платить якутской кассете, при этом никаких договоров они не подписывали. Этот договор имеет характер публичной оферты. Он у нас размещен в средствах массовой информации, то есть на сайте регионального оператора. С ним можно ознакомиться и производить оплату.
Знают проблему и в управе автодорожного округа. Они предлагают несколько вариантов решения мусорной проблемы. К примеру, самим определить место установки мусорного контейнера. Правда, не каждый в этом случае согласен иметь рядом с домом санитарную точку. Нужно выбрать место, которое устраивает всех, и желание и жителям, и вот чтобы не ущемляло никого, да. Ну и рассмотреть, выйти, подать заявку. Мы тоже готовы помочь в этом вопросе жителям. Поэтому обращайтесь. С таким предложением пока еще не выходили, да, на вашу управу, получается? Именно по территории залога жильцы сами не выходили, потому что вот как раз таки я ранее сказал, что работало предприятие «Интерком». Оно работало практически до этого года, даже без того, что они не имеют права этим заниматься, да. Непонятно, почему якутская Осетия до сих пор не обратились в суд по поводу нелегальной деятельности Интеркома. Но нас заверили, что это произойдет в ближайшее время. Якутская Осетия готова организовать подзвонковый метод сбора мусора. То есть такой, как и раньше, при помощи патрулирования коммунальной техники. Палка о двух концах решится только после того, как все будут готовы к эффективному сотрудничеству. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Молодежное правительство республики признано лучшим в стране. Об этом объявили на 12-м съезде Ассоциации молодежных правительств России по итогам работы за 2019-2020 годы. Кроме того, якутяне впервые выиграли в номинации «Лучшая проектная деятельность». Победа в этой номинации считается наиболее ценной, так как молодежные правительства регионов страны прежде всего занимаются именно проектной деятельностью. В номинации «Лучшая проектная деятельность» в первую очередь оценивалось, конечно же, качество реализации самих проектов, организованных нами мероприятий. Также я считаю, что ключевым стало то, что в прошлом году наш молодежный проектный офис стал призером во всероссийском конкурсе «Проектный Олимп», который был проведен аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. Кроме того, несколько наших проектов в прошлом и в этом году стали победителями всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводил Росмолодежь, и также наши проекты стали победителями грантов Фонда президентских грантов. В Якутске состоялось награждение юного героя в рамках традиционного мероприятия Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Медалью Совета Федерации был награжден Тимофей Степанов. В прошлом году он спас 2 утопающих на пляже села Сунтар и включенный в почетную 20-ку детей-героев России. Таким образом, мальчик 2 раза, не задумываясь, бросился на помощь отцу и сыну Габышевым. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи, в ходе которого свою благодарность за отвагу и спасение утопающих Тимофею выразил и Егор Борисов, член Совета Федерации. Медаль герой вручил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин. Сегодня мы в рамках этой церемонии награждаем нашего героя из Якутии памятной медалью Совета Федерации, а также памятным подарком от МЧС России. Я, в том числе и МЧС России, мы всегда рады, что на территории республики есть такие герои, как на территории нашей Якутии есть герои, которые всегда готовы прийти, не пожалеть себя. 27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия. Как известно, материалы аудиовизуального наследия востребованы всеми слоями населения и активно используются ими как в деле образования и науки, так и в целях культурного, духовного, патриотического воспитания. Этому способствуют сбор и прием кино-видеоматериалов, введение постоянного архивирования, видеосъемки наиболее значимых событий современной истории в области науки, экономики, культуры, жизни замечательных людей, различных мероприятий международного, федерального и республиканского значений. Всем этим в Якутии занимается Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики имени Жараева. Сохранить аудиовизуальное наследие значит сохранить коллективную память и передать ее будущим потомкам. Аудиовизуальное наследие народов Республики Саха-Якутия хранится в Национальном центре аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева, фонды которого признаны объектом национального культурного достояния народов Республики Саха-Якутия. Фонды и частью архивного фонда Российской Федерации. В фондах центра хранятся более 35 тысяч единиц учета кино-видеоматериалов новейшей истории Якутии, содержащие факты, явления, события общественно-политической,
экономической, культурной жизни народов нашей республики, начиная с 1924 года. Национальный центр аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия поздравляет всех, кто имеет отношение к видео и киносъемкам, а также тех, кто работает на телевидении, радио, в сфере фотографирования с Всемирным днем аудиовизуального наследия. Какие из ювелирных изделий республики пользуются наибольшим успехом в Москве? И как устроена работа якутских ювелирных магазинов в столице страны сегодня? Об этом репортаж нашего корреспондента в Москве Айсены Бурнашовой. Какие украшения воспользуются наибольшим спросом у покупателей? Наибольшим спросом у нас пользуются серьги. Например, даже вот эти вот два типа, да? Тут у нас более модернизированный вариант, и тут этнические серьги. Очень красиво смотрятся. Да, согласна. Изящные линии, элегантные формы и объемы. Так красиво обработать, буквально оживить холодные камни и металлы могут только якутские ювелиры, признается Светлана. Девушка работает среди россыпи драгоценностей уже второй год. В Москве месяц. В топе покупок она также отмечает национальные браслеты, кулоны с орнаментом и колоритные колье. Москвичи не обходят стороной и изделия с бриллиантами. Якутские, они более такие глубокие, что ли, вот изнутри сверкают. Вот. Ну и родное, конечно же, сразу чувствуется. Пандемия повлияла на всех, конечно, но я бы не сказала, что прям заметно, потому что люди женятся, люди делают предложения, поэтому спрос все равно остался. Перед такой красотой действительно мало кто устоит. Да и само отношение к ювелирным изделиям лакшери-сегмента изменилось. Это уже не просто красивый аксессуар, а неплохая инвестиция. Вы знаете, они заходят и смотрят, они очень сильно восхищаются, говорят, что у нас самые красивые бриллианты в мире. Как вы знаете, наши кольца имеют огранку качества А, то есть самые лучшие. Украшения в виде чепрака, вставки из конского волоса и эмали, разнообразные стилизованные модели. Ювелиры Якутии всегда задают тренды и удивляют искушенных покупателей. При этом якутские изделия всегда остаются преданы своей концепции, отражая слияние традиций и современности. Не просто красивое украшение, а атрибут с сакральным значением. Например, вот эта подвеска с якутским узором без харах, что переводится как «пять глаз», способна защитить своего владельца. Или, например, вот эти якутские сережки с подвесками. Согласно поверьям, они также способны защитить свою владелицу от злых духов. Поэтому, приобретая якутские украшения, люди получают не только изящное изделие, но и целую историю. Ведь за каждым узором стоит определенное значение, а в каждом камне заключена не просто сила недр якутской земли, но и мастерство ювелиров, отточенное веками. Это очень-очень круто, потому что вот люди заходят, смотрят, как будто в музей попали. Они удивляются, они говорят, такого нигде нету, и вот хотят приобрести. Меня радуют, конечно, наши якутские бриллианты. Помолвочные кольца с бриллиантами, обручальные кольца с бриллиантами. Нами восхищаются. Это, конечно, очень радует. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте в курсе вместе с нами. Берегите здоровье.